Здравствуйте. Посетители Нарвского замка часто спрашивают, а это оригинальные стены? А по этим лестницам поднимались рыцари? И сколько лет этой мебели? Сегодня я постараюсь ответить на эти вопросы. История Нарвского замка берет свое начало с XIII века. С тех пор замок неоднократно расширялся и перестраивался. Учитывая расположение и предназначение замка, то на протяжении веков он также периодически страдал и от военных действий, которые проходили в этом регионе. Но после присоединения города к российскому государству в ходе Северной войны замок частично потерял свое стратегическое значение и со временем начал ветшать, что, например, привело к частичным обрушениям восточного флигеля. Постепенно в замке начинаются различные реставрационные работы. Многие участки были реконструированы в ходе реставрации во второй половине XIX века. Мы с вами сейчас находимся в подвалах восточного флигеля. За этой стеной через реку находится Ивангородская крепость. Эти стены пережили потрясение XX века, однако историки и археологи только изучают их. И не могу сказать нам точно, стоят эти стены без изменений средних веков или же были подвержены реставрационным работам в предыдущих столетиях. Тут стоит напомнить нашему зрителю, что Нарвский замок вплоть до Второй мировой войны был закрыт для гражданских лиц, поэтому исследователи могут опираться только на чертежи, планы и фотографии, которые были сделаны в замке, но которые не всегда имеют точную информацию. Однако самые большие разрушения в замке приходятся на Вторую мировую войну. Пострадали в той или иной степени все части замка и ближайшие постройки. Начиная с 1950-х годов, в замке начинается долгий процесс реставрации. Мы сейчас находимся с вами в одном из самых старых залов Нарвского замка, строительство которого датируется концом XIII века и первой четвертью XV века. Эти стены еще помнят те времена, когда рыцари использовали данное помещение в качестве своей спальни. В советское время здесь также проходила реконструкция, в ходе которой были обнаружены датские ворота. Но мы видим, что визуально эти стены и стены, которые мы видели в восточном флигеле, отличаются. Почему, спросите вы? Ответ прост. Использовалось два совершенно разных подхода реставрации. В этом помещении, в помещениях, в которых в 1906 году был открыт музей, частично изменена верхняя кладка, повсеместно использовался цементный раствор в качестве затирки, а также штукатурка. Поэтому визуально нам сложно отличить оригинальные фрагменты стен от тех, которые были возведены уже во второй половине XX века. Если нижняя часть замка сохранилась довольно-таки хорошо, то этого нельзя сказать о верхней части замка и тем более о башне длины Герман. Зачастую посетители, когда поднимаются на башню длины Герман, не знают, что только часть стен, которые они видят, оригинальные, остальные были возведены во второй половине XX века. Как выглядела башня после войны, можно представить, если посмотреть на нее со стороны. Мы увидим с вами точки, где маркированы контуры сохранившихся фрагментов башни. Так, например, на шестом этаже оригинальными являются западная и частично южная стены. Сохранилась и часть лестницы, которая ведет на седьмой этаж. Тут стоит сказать, что большинство внутристенных лестниц имеет свое изначальное расположение, а вот деревянные лестницы и люки между этажами появились во второй половине XX века. Как и мебель, которая является примерной репликой той мебели, которая могла находиться в замке в средние века. Подводя итоги, стоит сказать, что у Нарвского замка было много разных сложных этапов, в ходе которых частично были утрачены очень важные фрагменты, как стены и лестницы. Но не стоит забывать, что большинство стен еще помнят те времена, когда в замке проживали бесстрашные воины. На этом мой рассказ подходит к концу. Следите за обновлениями в социальных сетях Нарвского музея и задавайте нам вопросы. До свидания.